Добрый день, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», особенностью которого является, ну знаете, просто полное, скажем так, отсутствие подготовки как со стороны спикеров, так и со стороны меня, любимого журналиста Дмитрия Аргунова. И это не случайно. Дело в том, что спикеры у меня в темной студии подбираются все как на один сведущие, а настоящему сведущему спикеру, как говорил персонаж Николая Караченцева, всегда есть что сказать. Поэтому будьте уверены, у нас обсуждение, у нас дискуссия такая, она полностью не постановочная и исходит, грубо говоря, от большого сердца, от большого ума. И смотрите, 11 ноября страна отмечает День экономиста. Я всегда говорил, что финансисты, в том числе и экономисты, и юристы, они разговаривают на нечеловеческом, недоступном подчас для многих языке. У них огромное количество профессионального не то чтобы сленга, а терминологии и понятий. Но жизнь штука такая, экономика, она окружает нас повсюду. Мы приходим на бензоколонку, мы покупаем топливо по определенной цене, мы покупаем хлеб в супермаркетах по определенной цене, мы продаем кому-то что-то на маркетплейсах, свои вещи ненужные, тоже по определенной цене, есть ценообразование и так далее. Я к чему? Недавно я продавал автомобиль, замечательный автомобиль, достаточно свежий, 4 года пробега, но корпорация, которая отличается от признанного всеми Toyota Motors. Автомобиль Kia, объявление висело 2 месяца, здесь, в регионе Якутии, соответственно, автомобиль не пользовался спросом. Приехали простые ребята с Красноярска и купили, потому что, ну, почти что Volkswagen у них там достаточно высоко ценится. Так вот, они переправлялись на закрытии паромной переправы. То есть 3 ноября один из последних паромов, толкотня была такая несусветная, они когда в накопителе стояли, сказали: слушай, давай съездим в магазин, купим продукты. Ну, что делать? Я говорю, оптовки закрыты, но ладно, свожу вас в супермаркет. В супермаркете у них просто случился взрыв мозга. Взрыв мозга помимо ничего. Они говорят, вот этот коктейль молочный, да, детский, который я тоже люблю, ну, хоть и взрослый, он у нас стоит 100 рублей, у вас стоит 350 рублей. Сосиски у вас в 4 раза дороже. Почему? Я говорю, ну, по той же простой причине, почему ты сидишь в накопителе в ночь, мерзнешь заведенной машиной. Я к чему? Не один из авторов, а основной автор развития транспортной стратегии Якутии, бывший в конце 90-х, начале 2000-х годов министр экономики республики Александр Ильич Кугаевский, сегодня у нас попытается на человеческом языке объяснить, как же экономика, она влияет на, не только на ценообразование, вообще на качество жизни в целом. Да, Александр Ильич, еще раз, я же помню, что проект Ленского моста, который бы значительно облегчил жизнь даже в условиях плановой экономики, да, когда у нас были первый, второй, третий поезд, помните, ценообразование было там, было дороже, допустим, здесь было чуточку дешевле. В Ташкенте, соответственно, все было за копейки. Как мост мог повлиять и тогда, и сейчас? Давайте вот с этого начнем. Ну, весь наш разговор будет строиться на этом, с коррективами какими-то, с ремарочками и так далее. Ну, прежде всего, я должен сделать маленькое замечание. Финансисты, в том числе и экономисты, совсем неправильное выражение. Экономисты – это экономисты, финансисты – это финансисты. Дичайше прошу простить. Все строится на экономике. Финансы – это инфраструктура, которая обслуживает потоки экономические, хозяйственные и прочее. Вот, поэтому тут отдельно и отдельно. Я там и там был, поэтому все. Точно знаю, что принимаю, это. Да. Вот. Теперь, значит, когда мы начинаем разговор про наш мост, то я бы должен был сказать, что эта тема уходит у нас
в далекие 70-е годы, начало 70-х годов. Я тогда молодым специалистом приехал, и меня пригласили работать в Академию наук, в отдел экономики. Вот. И где-то года через 2 мне довелось по поручению одного старшего товарища заняться оценкой эффективности строительства железной дороги. Ну, напитавшись теорией транспорта, я ему сразу сказал: не пройдет. Река дешевле гораздо дешевле. С автомобилем можно сравнивать. Я говорю, а так он не пройдет. Он говорит, ну, посчитай. Посчитали, ну да, конечно, ни в какую. Он говорит, а теперь, говорит, давай с речным, но только ты учти, что когда мы в Якутск привозим в течение 150 суток, река работает летом, на все оставшееся время, 210 суток, мы создаем запасы. А это люди, это склады, это тепло, свет и так далее. Вот сколько это? И как это связать надо с транспортом? Такой методики не было у нас. И вот потом мне уже в аспирантуре пришлось заниматься именно этой методикой. И делал, как бы я крайнюю задачку решал, эффективность круглогодичной доставки грузов воздушным транспортом. Вот с учетом того, что, ну, допустим, там в Мому, куда там, в Абыйский район, Вино-Батантайский, Верхоянский, вот эти глубинные наши арктические улусы, если возить туда авиационным транспортом, то большая группа товаров по тем ценам, авиационным ценам, тарифам, по стоимости самих товаров, она переходила на воздушный транспорт. Вот. И когда уже стал вопрос о развитии транспортной сети, то мы сразу же поставили вопрос об улучшении полосы в Батагае, строительстве и удлинении полосы в Моме. Ну, в Чукурдахе там она уже была длинная полоса, ну и по многим районам сразу сказали, что да, туда можно будет летать. Вот, поэтому оттуда началось это вот все движение. А вот когда я уже пришел сюда, то вопрос стал о том, что, ну, когда вернулся из аспирантуры, это был 77-й год, вот, тогда уже стал вопрос подготовить записку. Ну, так, не афишируя, тогда шла очень большая борьба между речниками и моряками, с какой стороны будет завоз осуществляться в республику Саха-Якутия, то ли с юга со Сетрова, то ли с севера с Тикси. Вот, там моряки, а здесь речники. Вот, и мне просто один умный товарищ, опытный, порекомендовал. Ты, говорит, со своей дорогой сейчас не высовывайся. Вот, потому что только себе навредишь. Вот, но, тем не менее, записку подготовили такой, и тот старший товарищ, который меня надоумил заняться этим делом, он говорит, я пойду ее в обком партии отнесу. Она там быстро дошла, получила большую поддержку в транспортном отделе обком партии, и быстро очень дошла в тот же вечер, когда я говорил все Черяева. Ну, буквально через несколько дней Гаврил Ильич говорит, ладно, хорошо, река и море — это очень хорошо, а вы мне покажите, пожалуйста, как она работает. Сработает железная дорога в этих условиях. Ну, нет, я там не присутствовал в этом разговоре. Вот. Но, тем не менее, задачу получили и стали, вот я тогда методику стал ее уже переориентировать на другие виды транспорта. Вот. И вот эта вот оценка запасов, она как раз дала совершенно иную картину. И дорога железная до города Якутска, мы говорим так условно, до Бестяха, да, она заиграла уже другими красками. И тут уже начала выстраиваться совсем другая транспортная стратегия. Мало того, что дорогу привезти сюда, нам еще связку сделать нужно. Вот эти наши федеральные дороги, но дорога Лена, она и была в то время уже, ну, в очень нехорошем состоянии. Колыма, это мы просто там пробирались туда. Вот, прижимы — это не самое серьезное, что там было. Вот. А дорога Вилюя, ну, с огромными перерывами, когда доедем, когда не доедем. Сутками ехали? Да, сутками ехали. Вот, поэтому вот это появилась связка. Когда мы уже работали над транспортной стратегией, то вот это все мы стали упаковывать в одну как бы картину такую. Вот, значит, к Якутску мы вышли, это хорошо, а дальше что? И дальше пошли. И вот теперь этот мост, о котором мы говорим, это не наш местечковый, так сказать, объектик какой-то, Бестях-Якутск, там, за грибами есть в эту сторону. Вот. Это объект федерального значения. По одному тому, что он связывает теперь 3 федеральные дороги, и то, что он связывает между собой 11 субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Это уже федеральное значение. Вот. Поэтому, когда мы сейчас об этом говорим, мы должны думать о том, что он решает не только наши вопросы переезда на ту сторону, допустим, до железной дороги и так далее, вот, но и многие другие для всего региона. Это совсем другая картина будет сейчас складываться уже по дороге Колыма, когда мы ее доведем до ума. Ну, Владимир Владимирович Путин, президент наш, дал уже прямое указание. Так, ребята, стройте мост через Лену и мост через Алдан. Когда он сказал мост через Лену, я думаю, скажешь он про Алдан? И он говорит, да и через Алдан.
Это в районе Хандыги. И вот тогда вся Восточная Якутия у нас уже заживет совершенно по-другому. А Вилюйский? Вилюйский район, естественно, но дорога Вилюй, она в плане стоит, в федеральном плане строительства. И с выходом до Тулуна, это вот где у нас Глубоководный порт. были большие эти проблемы-то. Тулун в Красноярском крае, вот, на границе там, Красноярской и Иркутской области. Вот, так что вот выход туда – это выход на сибирскую сеть уже классифицированных дорог. И уже там можно ехать и вплоть до Северной Сибири, Тюмень, Ханты-Мансийск, и вот в ту сторону, и, естественно, до Москвы. Этот путь откроется такой. То есть теоретически у жителей Якутии или, к примеру, Бердянска будет, если он поедет автомобильным транспортом, своим, да, к примеру, альтернатива некая. То есть ехать либо через трассу Лена, либо через трассу Вилюй. Да, Согласны? Да, конечно. Да, Можно туда уехать в одну сторону по одной трассе, вернуться по другой. И увидишь всю Восточную Сибирь и всю страну. Вот я смотрю очень много YouTube, еще раз, возвращаясь к земным таким этим, есть автопутешественники, ребята, да, которые ездят, сравнивают, что было и так далее. Я сам помню, 2006 год, мы ехали в Бурятию по трассе Лена, застряли, сутки-полторы там просидели в районе Улу-Мандручу, да. Всем помним, в каком состоянии была дорога. То есть вот это куча больших грузов, которые в федеральных каналах и так далее. Все это мы помним. Сами вы помните. Да. И нынешнее состояние. Сейчас там гравийных участков осталось километров 80 на трассе Лена. Километров 80 из 1200 практически километров. Да? То есть развитие идет, вот все это идет, все замечательно и так далее. Вы сказали, мост Ленский и Алданский – это объекты федерального значения, которые свяжут многие субъекты России, там Магаданскую область, Чукотку и так далее. Да? Но есть же еще и международное значение. Я говорил, что, вернее, допускал в своих мыслях, что в силу развития отношений с нашим южным соседом гигантским, да, Китаем, у китайцев есть достаточно большой интерес к выходу Северный морской путь. Это же кратчайший путь к Гамбургу. Ну да, это более короткий путь. Вот, ну, Чем чем ледовый шелковый путь вокруг всей России. Вот, но тут надо сейчас очень внимательно посмотреть на возможности речного транспорта, потому что это речной транспорт. В Бестяхе, значит, перегрузка на речной транспорт, и дальше до Тикси с перегрузкой на морской. Там очень непростая ситуация, потому что, во-первых, будет играть роль пропускная способность речного порта на той стороне, которая сегодня пока что еще не очень велика. Вот. Потом сам речной путь. Вот. Когда-то говорили о 10 миллионах тонн китайских грузов пойдет по реке Лена. Но если так прикинуть, сколько это судов будет? Сколько рейсов, сколько судов и где они будут разгружаться? Эта очередь будет на километры. В Тикси, допустим, с Быковской протоки через залив туда в порт будет стоять очередь на разгрузку. Потому что возможности, территориальные даже возможности в Тикси сейчас они не такие большие. Но есть же Анабарский глубоководный порт. Анабарский, но до Анабарского надо туда доехать, вот, до Рюмхая там порт, значит, да, или же еще лучше это Хатангский залив, там глубины очень большие, туда моряки могут заходить. Ну, такие современные морской флот. К нашим берегам с глубиной 5-10 метров подойти морякам очень трудно. Вот. Но я в 2001 году как-то по поручению нашего президента Михаила Ефимовича руководил завозом нефтепродуктов в Арктику. Это 4 судна, все, 100 тысяч тонн. Это была очень такая большая эпопея. Ну, и я помню, как это проходило у нас в советские годы. 400 тысяч тонн завозилось в Арктику. Из них 200 тысяч тонн это были нефтепродукты. И шли они и с востока, и с запада, с двух направлений поступали в республику. Это была очень сложная операция. Там все играет роль. Ветер не в ту сторону подул. Уровни воды упали или что-то еще. Вот. Очень много самых необычных ситуаций. Вот. Ну и самое главное то, что до сих пор моряки разгружаются борт в борт. Речник подходит, встает ему под борт, и на любой волне, можно сказать, да, если относительно небольшой, они переливаются с одного танкера в другой. А потом речники идут туда на береговые базы.
Вот. Но вы коснулись вопроса о цене. Действительно, в Советском Союзе 3 поясных цены было. Да. И вот, ну, в частности, вот по сахару я приводил примеры, слайды показывал. Разница между Москвой и Якутском 10% стоимости сахара в магазине. Между Москвой и Арктикой 20%. Но при том, что в Арктике каждый рубль был длиннее в 2,5 раза, чем в Москве. Поэтому вот этой разницы вполне хватало, чтобы 20% наценки закрыть и не обращать внимания. Мы даже, многие люди просто не знали, сколько что стоит. Если там 40 копеек стоит литр бензина, ну не замечаешь этого. Про электроэнергию спрашивали, как-то за границей меня спросили, а сколько у вас электроэнергия стоит? Я говорю, я не знаю. Ну как ты не знаешь? Мы все знаем, сколько у нас электроэнергия в Европе стоит. Не знаю. Может быть, там сколько-то копеек. Вот, поэтому вот это ценообразование, оно было присуще той системе централизованного управления всей страной. Вот, и все это балансировалось у территории всего Советского Союза. И то, что у нас цены были вот такие, затраты, которые по завозу, по хранению, сезонному хранению всех товаров у нас были достаточно большие, вот, они в разы могли превосходить саму цену товара. Вот, но вот эта вот установленная наценка 10-20%, это по всему было. По нефтепродуктам 25-30% максимум была наценка. Вот, она для всей страны была незаметна, потому что сотые доли копейки человек вносил в общую копилку, каждый житель тех районов. Вот. А сегодня у нас, допустим, электроэнергия по дизельной генерации в Арктике, сегодня, наверное, где-то 40, даже может больше 40 рублей за киловатт. У нас здесь 5-6 рублей за киловатт. 8 раз. А на самом деле, да, 8 раз. Но на самом деле мы платим больше. Да? Да, там как бы идет перекрестное субсидирование, так называемое. Там и с бюджета идут, помощь идет. И за счет того, что жители других районов республики нашей платят за свою электроэнергию немножко больше, для того, чтобы энергетики могли вот эту разницу закрыть. Вот, так что вот тут такие тонкости есть. И надо сказать, что вот мостовой переход, он завершает нашу стратегию. 2 мостовых перехода, это Алданский и Якутский, Ленский. Вот, они закрывают как раз ту стратегию, которую мы разработали в начале нулевых годов. Это последние 2 объекта. И поэтому, когда Владимир Владимирович Путин сказал об этом, я сказал, все, транспортную стратегию мы завершили. И это такой очередной, очередной этап развития транспортной сети нашей, вот, который открывает новую жизнь. И сейчас нужно будет заново взглянуть на все премудрости, которые пойдут дальше у нас развиваться, вот, и построить новую транспортную стратегию еще лет на 15-20. Я очень рад обновлению Кабинета министров. В частности, есть там замечательный министр предпринимательства, туризма Тимур Ханды, да, которого я помню и благодаря его родителям, достаточно известной династии в республике с малых лет. Так вот, он в недавних своих выступлениях говорил, что вот неизбежен заход сетевых структур. Сети — это Магнит, Пятерочка, ОБИ и так далее, и так далее. То есть, где дешевые цены, где за счет развитой логистики они позволяют тебе спускать цены. Вот о чем мне говорили вот эти ребята с Красноярска, да, где вот эти сети как раз присутствуют. Более того, в замечательном своем туре с мэром Якутска я задавал ему вопрос, почему люди уезжают из Якутска. Он в частности говорил, потому что здесь нет сетей. И это тоже. Люди, если они посмотрели Леруа Мерлен с его дешевыми стройматериалами и так далее, то что говорить, когда здесь у нас достаточно ограниченный набор стройматериалов и то по клонской цене. Да? Что является обязательным условием захода сетевых структур на левый берег Лены? Наличие крупных туристических это совершенно... Мост? Нет, мост, естественно, мост в том числе. Вот. Это доступность. Доступность рынка — это прежде всего. Вот как есть такая поговорка старая: за морем телушка-полушка, да перевоз рубь. Вот, то есть там дешево, но пока сюда привезешь, у тебя, извини, мне уже не интересно даже и покупать телушку эту. Телушка — это теленок. Вот.
у таких, вообще у торгующих организаций, у них два как параметра. Это объем продаж, а это значит численность населения. Вот. Если она достаточна для того, чтобы сделать большие обороты, да. Ну и второе, конечно, конкуренты. Насколько вот этот рынок уже сегодня охвачен, на чем он может, на каком понижении цен он может сыграть, и за счет чего он эти цены может снизить. Потому что, хочешь не хочешь, он поедет теми же видами транспорта. Ну, другое дело, что он, может быть, и будет иметь свой автомобильный транспорт, который будет развозить, да, и там у них расчет уже стоимостью будет совсем другой. А не так, чтобы заключать с частными компаниями, наемные, да? Да, там каждый свой рынок выстраивает. Вот. Цена или себестоимость, ну, плюс какая-то рентабельность, а плюс еще немножечко, потому что так и так купят, да, или поедут. Вот. А плюс еще немножечко это бренд. Вот. Поэтому вот этим руководствуются все. И дальше уже, но рынок Якутии, он не такой емкий для таких могучих игроков на рынке пятерки и так далее. Но, тем не менее, сетевые у нас же есть, какие-то структуры заходят сюда. Значит, и они видят здесь свой спрос, пока цена такая, пока могут такую цену заявить. Вот. Ну, а когда мы будем видеть другого какого-то участника этого процесса, который предложит меньшую цену, конечно, мы туда сбежимся. Вот, так что это здесь вопрос, мост это обязательно, потому что прежде всего это физическая доступность. Это ключевой круглый год, да, ключевое. Не надо делать запасов. Ну вот я говорил, что раньше в Якутии, то есть в центральной Якутии мы делали только, так сказать, теоретические или расчетные запасы 210 суток. А на самом деле туда еще страховой примешивается. А на самом деле там еще и подготовительный запас есть. Вот, и вот это все вместе вырастает уже в довольно большую сумму. Ну, я помню, 1984 год у нас тяжелая навигация была на море. Затерло во льдах и утонуло судно грузовое «Нина Сагайдак». Она везла столько груза, что Арктика наша осталась без питания на весь год. Один корабль. Один корабль, да. Вот это большое, новое судно большое такое было. Вот, и тогда Советом министров было принято решение об увеличении страхового запаса в арктической зоне Российской Федерации, ну, сказать, тогда в Советского Союза, до 300 суток. Вот ты привез себе на 360 суток еды, и еще на 300 суток создал страховой запас. А мало ли что случится. Очередное судно не дойдет, одно. И этого достаточно, чтобы уже наши районы, где объем потребления небольшой, в каждом районе, они сели на голодный паек. Я помню, как мы из Тикси вертолетами Ми-6 возили дизельное топливо, развозили по арктическим поселкам. Потому что тоже была сложная навигация. Какой год? Может, 84-й тоже год. Там было несколько таких периодов сложной навигации, когда мы вообще, тут вся республика у нас стояла по стойке смирно. Вот, и вертолет брал 9 тонн керосина, чтобы долететь и вернуться обратно, и вез 9 тонн дизельного топлива. Вот ваша экономика вся получается. Но это же куда-то надо потом списать. Ну, соляру бочками в вертолетах это, конечно, сильно. Да? Это достаточно сильно. Причем парки, я так подразумеваю, не вот эти вот летающие вагоновозы, а обычные Ми-8 и так далее. Ну, 26-е могли подключить. Да, вот 26-х тогда не было. Коровы. Был Ми-6, был самый большой. Вот. Конечно, это достаточно. То есть себестоимость вот одного часа полета. Ну, на это шли. Я помню, как-то раз зашел в Госплан, там вот дядя Рычевцев что-то пригласил по какому-то вопросу. Вот. И захожу, он встревоженный, телефон один за другим берет, с кем-то разговаривает, очень быстро какие-то кирпичи, какие-то самолеты. Он говорит, вот, говорит, председатель Госплана занимается организацией доставки кирпичей самолетом АН-12, то ли в МОМу, то ли куда-то, на север туда. У них, говорит, там в роддоме печка развалилась. Они осенью не видели, что у них печка развалится. Вот. Среди зимы печка развалилась, а куда роддом девать? Вот. Поэтому вот такие вещи тоже. Кирпичи перевозили АН-12. Ну, логика человеческая здесь, скажем так, бессильна. Да? Логика простая. Обеспечить нормальную жизнь. Вот все. И как будет трудно. Нормальную жизнь. Ну, это, ладно, 84-й год, да, ладно, там сложности плановой экономики и так далее, которые к тому времени, благодаря шейхам и прочим, уже испытывала какие-то трудности. Да? Смотрите,
Опять же, к отсутствию моста, отсутствию вообще условий для того, что то, что мы переживаем 2 раза в год. Ледостав, Осенью в ледоход, ледостав да. и в ледоход, да, весной. Очень многие якутяне привыкли компенсировать отсутствие каких-то там походов в магазин большие и так далее маркетплейсами, так называемыми. Wildberries, там Озон, Али тот же, Сбермаркет и так далее. Да ладно маркетплейсы, да, где там хрящику купишь подешевле, там украшения для дома и так далее. Но если Почта России не берет посылки в Якутск, это не является ли ущемлением вот той части населения России, которая живет на 1/6 вот его суши? Ну, в частности, центральная Якутия, по крайней мере, Якутск, горные, там, Хангаласки и так далее. Посылки не берут. Транспортные компании не берут. Маркетплейсы не доставляют. Я запрашивал Сбер, почему, дисклеймер, грубо говоря, отмазку, объясните, почему якутяне обделены вот этой возможностью пользоваться вашими услугами. Это трудно объяснить. Я сам давно уже почтой не пользовался. Хотя вот... Нет, ну почта это как почта, телеграф и так далее. Это то, что Ленин говорил еще. Нет, это правильно. Это правильно. Ну, в то время почта играла более серьезную роль, чем сегодня. Вот. Но тем не менее, конечно, это один из каналов обеспечения. Вот. Ну, я помню, мы раньше в Советском Союзе каждый возврат из Москвы это было 2-3 чемодана ты тащил на себе. Вот. Потому что все закупалось там. Вот. Сегодня мы... Посыл-торг работал тогда очень Да, хорошо. посыл-торг работал, все работало отлично. Вот. И в то время, сейчас мы летаем с маленькими чемоданчиками. 2 рубашки и пошел. В Москву полетел, ничего не надо покупать, ничего не надо тащить. Вот. Я не знаю, это надо узнавать на почте, потому что здесь объяснений, таких экономических объяснений здесь нет. Отсутствие переправы. Отсутствие переправы, ну, вряд ли это большая проблема сегодня, отсутствие переправы. Воздушные подушки-то бегают у нас круглый год практически. То есть расстаривание и... Да, конечно. Это потом, в конце концов, самолеты. Отсутствие, что прилетел самолетом, все равно самолеты многие возят. Вот я заказывал, допустим, стройматериалы какие-то нужны мне, там, особенно я получал, самолетом привозили сюда. Ну, дороже, но не убийственно. Вот. Так что для почты, у почты же свои самолеты есть, почтовые, большие самолеты. Когда-то я помню, что эта почта умирала и просила деньги, как нищие на паперти. Но сейчас Дайте тоже сюда. просят. Ну, Дыра там огромная. в то время, когда вдруг появилась информация о том, что начальник почты себе премию выписал на 45 миллионов, что ли, рублей по итогам года, я думаю, ну, что, хорошо, зажила почта, значит, дай бог ему счастья. Вот, но я не погружался в экономику почтовую, хотя там я не вижу никаких особых причин для беспокойства. Вот. А ну, сейчас есть еще и Сберпочта. То есть игроки-то появляются и другие, кроме этих. А сколько у нас этих доставщиков различных грузов, нет проблем. Вот Сберлогистика, еще раз, Якутии, в том числе и отдельно Хабаровский, по-моему, край, или еще какие-то, по-моему, Чукотку, я не утверждаю, но Якутия точно, она в списке услуг Сберлогистики не значится. По той же причине, по которой мы сегодня здесь собрались. Отсутствие переправы. То есть формально, если была бы круглогодичная переправа, эти же параллельные Нет, ну не структуры... исключено, конечно. Там выход на железную дорогу – это достаточно скоростной вид транспорта, ну, неделю до Москвы. Вот, и в то же время очень производительный. Вот, конечно, это было бы намного проще. И переправа здесь, она сыграет, безусловно, свою роль. И я думаю, что мост построят, все будут удивляться, какой поток машин будет идти по этому мосту. Потом вся заречная группа будет приезжать, они заживут совсем другой жизнью уже. Сегодня переправиться в Якутск, привезти, ну, можно посмотреть, вот ребята, кто челноками тут туда-сюда ездит, возит товары, это же на машину страшно смотреть, она, бедненькая, вся просела до земли и скрипит, идет. Вот. А это будет всем уже по-другому решаться вопрос. Я, на самом деле, признаю усилия транспортников, которые подключают ледоколы, подключают... Ну, вот этот сложный период до открытия зимника, они, ну, конечно, дороже, но все-таки какую-то связь между двумя берегами нашей Великой Лены обеспечивают, да? Но ценник там
за перевозку, ну, конечно же, оставляет желать лучшего. Конечно. Небольшая машина 12 тысяч, 12-15 тысяч переправа. Что говорить уже о грузовиках и так далее? Ну, здесь сразу сходу можно сказать, показали бы наши речники, во что превращается паром после вот этих вот перевозок. Что им приходится там зимой с ними делать, как восстанавливать эти паромы. Не зря же все эти мелкие перевозчики все ушли, потому что они просто не выдержат этого. Вот, только большие паромы работают. Вот, и поэтому здесь вопрос такой, что цена должна компенсировать все затраты. А если На тебе уж ремонт, так, восстановление, да? да, если тебе так приспичило уже плыть, ну тогда что делать? Я вот только раз слышал, где-то тут ролик один показывали, такой был просто, ну, конец света, крик. Здесь нет ни чая, здесь нет ни пирожков, ничего на берегу нет. А кому это нужно? Сейчас на берегу торчать. А если что ты в дальний путь отправился, ну ты уже запасись термосом-то. Это же не проблема. Знаешь, что будешь часами стоять на переправе. И на той, и на этой стороне. Вот, поэтому ну, здесь надо как-то привыкать. Мы же об этом в советские времена и мечтать не могли, что мы будем в ноябре, до 7 ноября плавать по реке. Непостижимо. Уже в конце октября, даже во второй половине октября, можно сказать, все, переправа закрывалась. Как шуга пошла, все. А теперь вот спасает этот капитан Бабичев. Хотя капитана Бабичева мы в свое время приобретали, и Бородкина приобретали для того, чтобы они в арктических реках работали. Они в Центральной Якутии. Да, они в Центральной Якутии. Ну вот, времена меняются, меняются транспортные схемы. Приоритеты. В том числе приоритеты, конечно, для каждого из нас и для тех, кто обеспечит эти перевозки. Вот. Я представляю, насколько это все сложно, и как они ходят. Ну, я видел, как идет паром, и как он подходит, весь обросший, на нем льда, наверное, не меньше, чем груза, который он везет, пока он дойдет сюда. Поэтому здесь это очень серьезная вещь. Рискованная просто очень. Правильно, и скользко там, и автомашины падают, и люди страдают. Конечно, да, это опасно же очень. Соизмерять надо, скажем так, риски и возможности. Безусловно. То, что ты получишь, то, чем ты рискуешь. Да? Ну, это как у нас водится до жареного петуха, да? Один раз что-то случится, а после этого будем говорить, ой, что такое, куда смотрели, а кто разрешил, и так далее. Начнется разговор. Ну, потом налетит прокурор, Да, и все объяснит всем. Смотрите, завершающее, вот мы вначале сказали, Ленский и Алданский, да, то есть на самом деле это крупные мосты только, да, а водных Ну, конечно. Но ручьев, речушек и так далее, там же огромное количество. эти вопросы уже такие решаемые, настолько накатанные. Вот, больше 300 метров мост – это уже большой мост. Поэтому там другие требования, другие правила. Вот, строительные нормы совершенно другие применяются уже. Вот. Но у нас вот сейчас посмотрим, какой проект окончательно примут по нашему Ленскому мосту. Там же вариаций много было. Вот. И поэтому, ну, дай бог, у нас живет. И это уже будет решение очень многих проблем. Арсений Сергеевич допустил фразу, ну, на одной из встреч, прямо он ко мне обратился, говорит, ну, ты логику, говорит, включи, Дмитрий, и зайдет сюда тяжелая техника, вот на строительство Ленского моста, да, который, ну, по концессии или как-то построится. И вот тем, кто строит один крупный объект, выгоднее, наверное, построить и второй крупный объект. То есть всю эту технику переправляют на том же берегу, в сторону Алдана. Конечно, да. И там же они отрабатывают второй подряд, да? Ну, у нас яркий пример – это БАМ и наша Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. Они же с двух концов на БАМе шли таким валом огромным, один за другим. А потом, когда уже в 80-е годы практически все земляные работы стали завершать, вот тогда очень резко встал вопрос о том, что вы их уже перебросите сюда на нашу магистраль. Потому что я помню, Мохартов приезжал, Владимир Константинович, он был главбамстроя генеральным директором, да? Вот. Он говорил, ребята, дайте мне 700 миллионов рублей и 2 года. Я дойду до Якутска. По тем временам. По тем временам. Вот с моими, говорит, орлами я, говорит, дойду за 2 года до Якутска. Ну, ты что, говорит, ты понимаешь, герой соцтруда, БАМ строишь, ну, как можно тут 800 километров за 2 года пройти? Он говорит, я с 4 концов начну ее строить. От Алдана в оба конца, и с Якутска, и с Беркакита, с Нерюнгри еще один конец. И мы, говорит, сделаем ее. Вот тогда такая постановка была. А То потом это вылилось
в десятки миллиардов рублей. И в срок растянутый. Я 38 лет, посчитал, занимался обоснованиями строительства железной дороги. Каждый участок мы заново его делали обоснование. Особенно когда где-то, в каких годах это было, в середине 90-х годов что-то, по-моему, приняли решение остановиться в Алдане. В Томмоте. Дальше не двигаться вообще. До будущих поколений оставим. И только когда Вячеслав Анатольевич пришел, Штыров, он снова это сдвинул, этот проект, и мы пошли уже ходом до Якутска. До Нижнего Бестяха. До Нижнего Бестяха, да, всеми правдами и неправдами. И то мы должны были остановиться, по-моему, там по конечной станции, как я помню, была Правая Лена по проекту. Это как раз где-то район Рассолоды, Хаптагай. На переходе через Лену. А потом, когда мы уже видим, что с мостом-то будут проблемы железнодорожным, и там у нас уже начала сверлить голову еще одна мысль, что они перевесили речной порт на правый берег. Хотя она была такая не очень ярко выраженная, но уже в голове сидела мысль эта. И тогда решили пройти до Бестяха, чтобы выйти на перекресток автомобильных дорог. А случись планом сбыться, и железная дорога перешла бы на левый берег. Что бы изменилось? Сейчас хорошо понятно. Речного порта нет. Нет. Главного переработчика прибывающих грузов. Речной порт ушел на ту сторону. Все, весь разговор. Дальше куда двигаться? В Вилюйскую группу районов? Кому еще нужно? Поэтому Владимир Владимирович Путин-то тогда, так сказать, очень внятно, но не громко сказал: ребята, а у вас грузовая база-то есть? Когда найдете ее, тогда давайте продолжим разговор про железнодорожный мост. Ему грамотно подсказали, грамотные люди, которые понимают, что такое транспорт. Там же есть своя теория, свои законы развития транспорта. Не просто так. Захотел — построил. Поэтому сегодня, я думаю, на долгое время, пока тема железнодорожного моста через Лену, она уйдет. В тайм-ауте. Да. Вообще железнодорожный мост, он появился в самом начале, еще когда мы только в 70-е, мы закончили в 79-м, или где-то к 80-м годам закончили большую разработку по обоснованию развития транспортной сети. С математическими моделями там все просчитали, с дирижаблями. И тогда, эта дорога, то есть железнодорожный мост, прорисовывался в связи с тем, что были еще планы развития сибирских дорог железных. То есть выход сюда, северно-сибирская железная дорога, должна была выйти сюда, в район Мирного, в ту сторону. И дальше, со стороны Норильска. Где-то так примерно. И тогда сеть рисовалась очень большая. Но там было очень много вопросов, и причем она была настолько логически четко выверена. Это Аганбегян занимался этим вопросом, это Институт экономики и организации промышленного производства, железнодорожные московские институты. Они немножко так скептически к этому относились, но были ребята, которые четко это отрабатывали. И Совет по изучению производительных сил. Тогда очень мощный был Госплановский такой институт, даже научный комплекс, который тоже нас поддерживал в этих идеях. И тогда железнодорожный мост рисовался очень четко. Там десятки миллионов тонн должны были по нему проходить. Поэтому поток мог такой прорисоваться. А это как раз тот большой шелковый путь, который в то время у нас прорисовывался как сеть сибирских железных дорог. Тогда, железнодорожный мост хорошо играл. И тогда, наверное, все-таки нацелено было на вывоз продуктов добычи полезных ископаемых. Да, конечно. И сейчас, в принципе. Сейчас тоже. Вся транспортная инфраструктура, она на это настроена, заряжена. Обеспечение жизнедеятельности, скажем, поселений и так далее, это сопутствующая задача. Конечно, гораздо меньший объем. Но тем не менее он важен. Потому что производство можно разместить, можно вывести, а людей куда денешь. Как жили, так и живут. Поэтому тут у них неравновесные, удельные веса по важности транспортного обеспечения. Надо будет, вертолетами будем летать, беспилотниками будем возить. Сегодня нас ребята парашютами сбрасывают грузы, как во время войны. У нас на американских парашютах там сбрасывали галеты, консервы, шоколадки, консервы американские.
Такие вот. Ну, не дай бог, конечно, до такого даже. А лучше, чтобы, как один из персонажей тоже любимых фильмов, чтобы все так жили, чтобы нам всем жилось здесь хорошо, в этом прекрасном краю. Спасибо за внезапный визит. Еще раз, Александр Андреевич человек, который привык к тому, что у Дмитрия Аргунова не бывает каких-то там вопросов подготовленных и так далее. Просто есть тема, как изменится жизнь якутян, допустим, и какие есть ключевые условия для этого в случае наличия круглогодичной переправы. Я же рассказал обычную свою жизненную историю и прокомментировал его. Ну вот из этих историй складывается как раз значение тех или иных объектов на транспорте. Конечно, мост для нас, для всех. Я сам с удовольствием буду по этому мосту бегать. Так что, да. Давайте пожелаем, чтобы при нашей жизни мы проехались по Ленскому мосту. Да, чтобы не как у Некрасова в железной дороге. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Чем заканчивается такое повествование. С праздником вас профессиональным. Спасибо. И с праздником прошедшим. Праздниками двумя прошедшими. Все-таки мы сейчас начинаем потихоньку осмысливать значение вот этого дня единения. Вот сегодня очень хорошо видно вот в пространстве тех событий, которые сегодня происходят у нас. Поэтому, да, единение — это вещь высокая. Ну и поспособствует этому, конечно, единению наличия развитой транспортной инфраструктуры. Безусловно. Безусловно. В гости будем ездить друг к другу. Владимир Владимирович Путин Подарки. На одном из форумов дальневосточных в 2016 году сказал: мы должны буквально сшить пространство Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. А сшивать будем прежде всего транспортом, энергетикой и новыми технологиями. Все, это программа «Один из нас». Сегодня в гостях был Александр Андреевич Кулгаевский, автор развития транспортной стратегии, бывший министр экономики республики в период Михаила Ефимовича Николаева. Я, Дмитрий Аргунов. Увидимся.